Дорогие, доброе утро, Иртик Хелшин, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». Вот такая у нас погода, друзья, сегодня утром. Снег практически у нас растаял, как видите, никакого снега, но в горах есть снег. Вот я вам приблизила как можно ближе горы. Вот такие у нас горы, очень красивые. Ну, вот так вот, друзья. Захотелось с вами поздороваться. Я надеюсь, у вас у всех все хорошо, все живы-здоровы. У нас тоже, алхамдулилла, все хорошо. Ну вот, друзья, сегодня невестушка в моем лице как бы справилась с утренними всеми процедурами. Перемыла всю посуду. Ну, тут много чего, конечно, но это все из холодильника, что там оставалось немножко. Где-то сметанка была, где-то варенье было чуть-чуть. Все это, короче, все, что было поставлено, помыла, убрала, занесла яйцо, как видите, помыла тоже. Приготовила, чтобы поставить в холодильник. Одно яйцо было треснутое, мне было его жалко выкидывать. Положила сюда, короче, вот так вот. Перемыла уже во всех комнатах полы. Обычно я каждый день мою в этой, ну, теперь уже, можно сказать, в кухне и в этой комнате. А в спальнях мыла только, дня 2-3 тому назад, наверное, сегодня и в спальнях помыла. И, наконец-то, сегодня я убралась в своем шкафу. Все. А то у меня, вы не можете представить, в моей комнате, в моем шкафу гора одежды, гора всего стояла вываленная. Ну, вот никак руки не доходили. Каждый день думала, вот сегодня вечером обязательно все подровняю, все, что ненужное уберу, разберусь со всем. Но каждый раз засыпала, присев немножко отдохнуть. Но сегодня все полностью убрала, разобрала. Убрала, вот как видите, куча, две кучи, можно сказать, на стирку сейчас. Ну, в принципе, эти обе на 2 стирки только, потому что у меня машина 10-килограммовая. Видите, куда я выкинула свою куртку. Джабраил, она это у него рабочая, кинул на пол прямо. Нужно мне сюда купить обязательно в прихожку вешалку пока такую. Обычно я видела ее у нас в магазине, по-моему, то ли 2000, то ли чуть больше, не знаю, стоила, простую такую. Вообще-то я хотела здесь одну прихожку купить, но потом, это будет потом. И вы, наверное, заметили, когда я готовила все время, вот эта ручка у меня оторвалась. Как видите, этой плите всего 2 года. Оказывается, эти штучки не железные, а просто пластиковые. Она вот от нагрева отсюда оторвалась. Так что ерунда, это моя плита оказалась. Вот такие вот дела, друзья. Теперь быстренько загружу свою стиральную машину и займусь чем-нибудь дальше. А чем, наверное, вы увидите сами. Так, ну вот, друзья, стирку закончила, но ничем больше сегодня не занималась. Сейчас развесим мою стирочку и пойдем, вернее, я пойду в магазин. Надо купить гречку. Хочу сварить на обед гуляш с гречкой. Иногда крупы мне можно. В принципе, друзья, на правильном питании, это же у меня, можно сказать, не диета, а правильное питание. И кто сидит на этом правильном питании, у кого нет лишнего веса, он может есть и крупы, и вермишели, но только безглютеновые, понимаете? Поэтому я, так как я хочу скинуть вес, я все-таки крупы не ем. Вот за весь месяц я только один раз на гарнир, и то 2 ложечки гречки съела. Буквально 2 ложки. Больше не ела в этом месяце. Так, что еще? Ну, наверное, о диете не всем интересно. Хотя есть у меня вопросы под вчерашним роликом. Но я как-то конкретно о диете не рассказывала, друзья, потому что я сама не уверена. Во-первых, не уверена была в начале вообще, что за диета, смогу ли я, поможет ли мне. Поэтому предлагать кому-то что-то, не зная,
Это, по-моему, неправильно. Так, Аишкина шапочка у меня осталась. Я уже соскучилась и по Аишке, и по Мухаммеду. Правда, мы созваниваемся, но это все равно не то. Так, и, друзья, как хорошо, правда? Вот я каждый раз, когда вынимаю из стирки, из машины стирку, всегда думаю про себя, благодарю. Думаю, большое спасибо тому, кто придумал эти стиральные машины. Вот скажите нет. Особенно эти, которые сейчас. Потому что, в принципе, те, что и раньше же были, хорошая помощь. А эти нынешние машины, так это вообще что-то. Благодать какая. Загрузил, выгрузил и развесил. Есть даже машины же, сушилки сразу же, которые не надо и уже и сушить, и вешать. Все уже у тебя готовые. Даже настолько все у нас облегчено. Но все равно мы многое не успеваем. Вот. Сегодня хотела много чем заниматься, но села в телефон и потратила время. И пока я даже сидела в телефоне, у меня уже постиралась постирушка моя. Вот, значит, сколько мы теряем время на эти гаджеты, да? А еще молодежь ругаем. Ну, я так искала разные там рецептики, смотрела все-таки разные эти диеты, что за диета, что, как. Ну, конкретно я еще не очень-то все это вникла и поняла. Просто единственное, что, когда я с ней, она, ну, врач-диетолог, нутриолог, занимается со мной индивидуально, я купила индивидуальный курс, она мне сразу прислала рекомендацию распечатанную, и я уже по этой рекомендации смотрю, что, как. Но вот уже почему нельзя, как нельзя, я как-то конкретно и не спрашивала у нее. Нельзя, значит нельзя. Вот. Поэтому так. Ну, там в рекомендациях тоже написано, что после месяца уже можно понемножечку вводить творог, сыр, кислую молочку. Ну, опять-таки, умеренно, не чаще там одного, максимум 2 раза в день. И опять-таки домашние. Если мы не уверены в этом, то лучше покупное не покупать. Дело в том, что вот именно, как я уже поняла, правильное питание – это значит вот эти вот все наши химию, которую добавляют наши продукты, эти все усилители вкуса, ешки, мешки, вот с этим не стоит употреблять что-то. Надо смотреть на каждую, что ты покупаешь, в состав и все такое. Вот мы вчера, вернее не мы, а Ибрагим купил мне вчера сметану. Я обычно покупаю, конечно, которая, пусть она и дороже, но которая все-таки из сливок, из молока, ну, по крайней мере, производитель пишет, что они из молока, ну и цена, конечно, такая же. Если нет домашнего магазина. Домашней сметаны сейчас у нас нет в наших магазинах. На рынке-то, наверное, есть, но я давно на рынке не езжу. И прочитали, обычно покупал дорогую, а вчера, оказывается, в магазине не было хорошей сметаны, которую мы всегда покупаем. И он принес дешевую. Ведерочко. Там даже в составе нет сливок. Какие-то сливки восстановлены, и то не сливки, а там что-то такое было. Короче говоря, сметана не из молока, не из сливок. Из растительных жиров каких-то. А кто его знает, что это за жиры, да? И вот мы такими всеми вещами питаемся, поэтому и нездоровы. Поэтому правильное питание – это значит здоровое питание, как я уже начинаю потихонечку понимать. Я, конечно, не умничаю, никого к этому не призываю, но вот некоторые вопросики были, и я на эти вопросы отвечаю. Все, теперь мы пойдем с вами в магазин. Так, ну ладно, раз купила, я не стала показывать дорогу, не стала снимать в магазине. Вот такие маленькие покупочки. Купила 3 хлеба, вот такой вот зеленый чай для мамы.
она любит иногда лимонады, что-то такое, но чтобы не покупать ей лимонад газированный, я ей купила зеленый чай, более безвреден. Так, кефир купила для замешивания теста. Корова в запуске. Я так это сейчас ощущаю, что молочки нет в доме. Это страшно. Купила вот такую вот сметану. Тут я прочитала состав. Здесь хотя бы все в составе. Так, ну-ка прочитаем с вами вместе. Каспера надо открыть дверь. Так. Угу, вот. Восстановленное молоко из сухого обезжиренного молока, сливки, закваска. Короче, в принципе, не очень вредная. Поэтому купила одну. Хотела еще, но там у нее не было. И домашнего не было сметаны. Так, эти йогурты тоже купила маме немножко. Она любит утром или вечером перед сном поесть. Когда уже, или между едой. Пока купила 2. Потому что завтра, если даст Всевышний, всегда трогаю микрофон, если даст Всевышний, хочу поехать на рынок, на оптовый рынок, и там уже закупиться как-то побольше. Так, купила вот такой вот кусок масла, но, к сожалению, я вот, где не стоит цена, не помню, сколько что стоит. На масле она не стоит. Так, купила рис вот такой вот длиннозерный. В принципе, рис мне можно. Есть бурый, красный, черный, вот такой вот. Но в этом магазине у нас в магазине не было. И этот рис стоит 115 рублей. Но лучше, чем круглозерный, поэтому купила в основном для себя. Купила гречку. Тоже гречка, видите, дорогая. Но здесь килограмм и стоит, даже нет, какой килограмм, 800 грамм. 127 рублей. Представляете, насколько все подорожало. Купила вот такую вот кукурузную крупу. Буду варить утром кашки. Может быть, и себе одну кашу. Один раз мне тоже можно будет, но без молока. Купила сушеный базилик. И вот такие вот 2 пачки макарон ребятам на гарнир. И для себя крем для рук, крем для ног. И вот такие вот ватные диски. Вот и все. Вот так вот. И потратила на это 1000 рублей. Представляете? Ну, ладненько, пойдемте сейчас готовить. Ну вот, и начнем мы готовить наш обед. Так, значит, мясо я уже нарезала на маленькие кусочки. Морковку тоже нашинковала сейчас. Ставим разогревать сковороду. Буду делать на топленом масле, конечно. Если смогу открыть. Вот я запечатала, да, масло сама. Все. Ой, друзья, у меня вернулось обоняние. А то после насморка у меня не было никакого ощущения, не ощущения, а обоняния не было. Ничего мне ничем не пахло. Домашнее топленое масло — это все-таки что-то. Я даже его люблю вот просто так иногда кусочек есть. Но это не позволяю себе, конечно, часто. Так. И у меня сегодня, друзья, небольшая будет реклама для вас. Сейчас я потихонечку вам покажу. Значит, просто маленьким, там кубик, не кубик, квадратик, кубик, скорее всего. Нарезала мясо. И теперь обжарим его в масле. Что, мне кажется, я, наверное, масла много налила, да? Так, мне показалось, что я налила слишком много масла, поэтому убрала его.
И теперь обжарим наше мясо минут 5-6. Так, и насчет рекламы, которую я говорила. Специально не порезала лук. Хочу и сама проверить, и вам показать. Так, сразу же поставлю еще одну сковороду, чтобы обжаривать лук. Так, ну вот, друзья, теперь расскажу я вам о рекламе, которую я говорила. Значит, что я хочу прорекламировать. Мне прислали, моя подписчица прислала нож, кухонный ножик маленький. Я, конечно, не знала, что он такой маленький, когда она мне говорила, хоть и сказала маленький. Вот такой вот нож, друзья. Эти ножи производятся в Германии. Привозит она их из Германии, вернее, присылает ей их ее сестра. Вот такой вот ножик. Она говорит, что этот нож, у нее вот такой вот нож 7 лет. И говорит, что все ее родственники тоже пользуются только этими ножами. Дело в том, что этот нож не надо точить. Он очень хорошо наточен профессионально, и он не тупится. Вот из-за того, что он такой маленький, говорит, но он такой удаленький, что другим ножом уже кто купил такой нож, пользоваться не хочет. Сегодня я вам покажу его просто, но уже потихонечку, каждый день все равно уже я пользуюсь ножами. Я проверю и дам вам точную характеристику, так ли это. Может быть, вы тоже захотите приобрести этот нож, посмотрим. И немножко мне надо будет прочитать, друзья, что из чего он сделан. Значит, этот нож сделан из высокоуглеродистого сплава. Вот я вам быстро зачитаю. Углерод является самым твердым элементом, и ножи из углеродистой стали не являются исключением. Прочность и твердость лезвия делают его идеальным для поддержания кромки острой длительное время. Но поскольку сплав не содержит хром, у него очень низкая стойкость к коррозии. Вот это вот, друзья, минус этого ножа. Единственное, что после того, как мы его с ним что-то сделали, мы его использовали, нож нужно насухо вытереть, потому что он может заржаветь. Вот единственный минус этого ножа. Вот. Известно, что лезвие с высоким содержанием углерода чаще используется на ножах с фиксированной ручкой и служит в течение многих лет. Есть много профессиональных поваров, которые используют в приготовлении пищи только их, готовы поклясться в отличном качестве этих лезвий. Вот. Острота лезвия – самая лучшая профессиональная заточка, не сделает таким острым другой нож. Это преимущество позволяет повысить точность резки и требует гораздо меньших усилий, что делает данный кухонный предмет намного безопаснее. Вот. Единственное, вот этот у него минус. И еще один минус, что он, конечно, дорогой, друзья. Несмотря на то, что он такой маленький, он, конечно, немного дорогой. Но за счет того, что, как говорит моя подписчица, его не надо точить, то это, наверное, и можно приобрести такой нож, если он действительно такой, как заявляют. И его нельзя хранить вместе с другими кухонными приборами. Вот что-то с ним сделал, нужно помыть, насухо вытереть и положить его отдельно. Вот так вот. Ну, а если хранить длительно, то нужно его немножечко смазать растительным маслом. Теперь я специально, как я сказала, действительно, он идеально наточен, вот просто идеально. Пока так. Я не хочу сразу вам сказать, что вот прямо так. Ну, а так очень четко. Ну, действительно, вот никаких усилий прям не надо, он очень остренький. Если он, конечно, и не будет больше тупиться, то это просто идеально. У нас же всегда проблема с ножами, что они часто тупятся. Я постоянно прошу Ибрагима наточить свои ножи. Им, конечно, бывает лень, куда-то надо выходить же, ставить точилу и точить их.
Вот так вот, друзья. Если что, если вас кого-то заинтересует, я номер ее WhatsApp оставлю в описании у себя. Закреплю в комментариях и в описании. Если что, приобретайте. Этот нож стоит 1400 рублей. Он привезен именно и произведен, и привезен из Германии. А то, что производится в Германии, мы сами знаем, что всегда хорошего качества. Так что вот так вот, друзья. Ну, про этот нож мы с вами будем еще часто говорить, потому что она сама этого хочет, чтобы я по мере, как я его использую, чтобы я ей делала отзывы. Так, теперь отдельно обжарим лук. Мясо у нас тоже уже обжаривается уже. Сейчас быстренько обжарим лук. И вот этими сковородками я очень довольна. Но это уже не реклама, я их покупала. Сама пока довольна, а там посмотрим. Так, значит, лук наш уже готов. Так, друзья, вы, наверное, слышите шумы. Это у нас сосед делает уже ремонт у себя в доме, поэтому немножко шумно. А я, когда готовлю, открываю все-таки дверь, потому что запахи, чтобы... Так, теперь у меня ложка рисовой муки. Добавлю к луку. Перемешаю и добавлю. Так, раз ремонт делаю, значит, скоро соседи въедут к нам. У меня будут соседи. Ну, это молодая семья, конечно. Но все равно, когда совсем рядом живет кто-то, уже более интересно, наверное. Так, ну все, сейчас минуточку еще обжарим. Добавим к мясу. И теперь добавим водички, чтобы покрывало наше мясо. Теперь посолим, поперчим. Черный перец, чесночный перец, немножко базилик. Сушеный. И немножко добавлю вот эту вот сухую аджику, которую мне присылала Лали. Но она остренькая, конечно, очень, но хороший такой вкус дает. И немножко паприки. И теперь минут 30-40 потомим под крышкой на медленном огне, пока наше мясо не приготовится. Так, поставила гречку варить уже, потому что минут 20 уже варится гуляш. Тем временем приготовлю снова пекинский салат из пекинской капусты, потому что если я просто сделаю салат из свежих помидоров и огурцов, это будет немножечко накладно.
Поэтому как-то всегда стараюсь импровизировать, пока это, во-первых, все дорого, во-вторых, в принципе, не очень, можно сказать, даже полезно, пока вот ну, уже местные помидоры и огурцы не начнутся. Все это тепличное, все это такое, но тем не менее клетчатка должна быть обязательно. Поэтому делаем салатики из пекинской капусты в основном. И моей семье нравится. Вот. Раньше как-то вот, когда делала вот такие вот блюда, все, открывалась банка соленья и все. Жесткую часть я не буду делать. Ну, хотя у меня мальчики любят салаты, не любят никакие зимние, любят просто соленые огурцы, помидоры и аджику. Вот. В этом году аджику буду делать, но не добавляя сахар, потому что есть блюда, в которых можно домашнюю аджику добавить, но из-за того, что там у меня сахар, я их не добавляю. Так, это уже не нужно. Так, огурчик. А нож действительно очень удобный. И поверьте, так, чтобы я не говорю, чтобы прям вот именно сделать рекламу, да. Мне кажется, вот этим вот ножом будет очень удобно делать фруктовую нарезку. Вот четко, очень четко режет, прям вот идеально. И мне кажется, будет очень даже хорошо. Сейчас хочу огурцы порезать. Так, на терочке хочу немножко. Надо мне пластиковые контейнеры такие купить для посадки лука. Хочу лук посадить на подоконник, потому что просто чтобы даже не покупать так. Ну, немножко отсюда морковку добавлю. Пускай будет так натертая. Для гуляша это и хватит. Так. Нарежем зелень. Зелень я вымачиваю чуть-чуть, подкисляю уксусом. И вымачиваю иногда, ну, то, что нужно мне утром с ночи, а то, что нужно к вечеру, уже утром замачиваю новый пучок. Тоже, конечно, зелень. Ну, в принципе, в этом году зелень у нас недорогая. В овощном магазине вообще большой пучок можно за 40 рублей, за 50 рублей купить такой большой пучок зелени. А так поменьше, который, конечно, 30 рублей. Здесь у нас в магазинах, в сельские магазины, все-таки они намного дороже идут. Ну, сейчас я вот эту зелень нарежу всю, и мне еще и на ужин ее хватит. Добавлю и в салатик. И действительно плавно моя семья переходит к правильному питанию. Единственное, что, конечно, они не отказываются от сахара и от хлеба. От этого, конечно, не отказаться не могут. Так. И добавим немножечко зеленого лука. Так, это я переложу сюда. Гречка начала вариться. Действительно, друзья, ну, такой идеальный ножик. Прям он скользит. Забраил бумагу им резала. Очень острый.
Ну вот, нужно же проверить, насколько он сохранит свою остроту. Так ли, как заявлено, правда же? Так, все. Так, теперь добавим снова черный перчик, чесночный перчик. Так, соль в салаты я добавляю морскую соль с травами. У меня здесь была. Ага. Нашла. Так. Я вообще-то небольшой любитель гречки. Ела ее крайне редко и раньше. Я больше как бы по картошке и по макаронам была. Так. Ой. Ожидаю я вас. Теперь я перемешаю, а потом добавлю еще и помидорчики. Оливковое масло еще. Вот, купила вчера оливковое масло такое. 1000 рублей. Даже 1100. Это масло стоит 1100 рублей. Экстра virgin холодного отжима. Нерафинированное. Вот это дорогое удовольствие, правда же? Так, ну все. Конечно, это банальный салат, но показываю, как есть. Что же я ем, да? Или что мы едим, же не я. Если даже и помидорчиков нет, в принципе, чтобы не добавлять, сюда можно добавить пекинскую капусту, ну, 1 огурчик и 1-2 вареного яйца и морковка. Тоже очень вкусно. Можно, кто ест, майонез добавить. Мне тоже можно майонез, но только домашний на оливковом масле. Но я его не хочу сейчас делать. Так, все. Немножко постоит, пока все будет вариться, пропитается маслом. Теперь помидорочки. Так, сегодня у меня был завтрак не очень плотный. Чувство голода уже есть. Вот если я хорошо, плотно позавтракала, то к обеду я даже иногда, как я уже повторюсь, я не хочу обедать. Но сегодня я не ела хлебцы с маслом на завтрак. Просто сделала яичницу с помидорами и с зеленым луком. И тут такой же салат из капусты с помидорами, с огурчиками. И, видимо, мне все-таки не хватило. Если бы я еще съела хлебец, 2 хлебчика с маслом, то мне бы хватило. Я бы так не проголодалась. А сейчас вот чувство голода есть. Хотя уже и время. И проголодаться время. У нас мама любит в это время именно вот овощи, помидоры и огурцы. Вот летом, когда их много, она их очень мало ест. Но вот когда они уже вот в зимний период, она всегда их хочет. И мы всегда ей, конечно, покупаем
Мы покупаем, и когда она сама жила, сама себе позволяла и покупала, как бы они ни были дорогие. Так вот. Так, на обед нас 4 дома. 2 нет еще. Ну, пока мы пообедаем, и Ибрагим подтянется. Это блюдо уже Ибрагим поест. И гуляш съест, и гречку съест он любит. Ну, не любит фасоль, не любит черемшу. Ой, девчонки, да, действительно, черемшу я даже не знаю. Очень хочу, но я ее поем по-любому, но без хлеба. Скорее всего, я какую-нибудь рисовую лепешечку сделаю, потушу черемшу с топленым маслом и все-таки поем. Как без черемши, да? Так, теперь мы сюда не добавляли морковь, сейчас добавим. И пусть еще тушится минут 10-15 уже с морковью. Так, теперь почти у нас все готово. Добавим немножечко томатной пасты. И еще минут 5 потушим. Гречка тоже уже готова. Запах, вот базилик сушеный добавленный, дает такой очень приятный запах. И чесночный перец. Короче, приправы очень тоже важны. Именно вкус. Ну, в принципе, гуляш и в любом случае также готовится почти. Так что без разницы. Но приправы дают свой вкус. Вот, добавили немножко томатной пасты. И теперь немножечко потомим. Минут 5. Так, и 1 лавровый листик добавим сюда. И наш вкусный обед готов. Завтра, скорее всего, поеду к сестре. Так, ну и последний штрих, друзья. Это много зелени в наш гуляш. И все. Выключаем. Буквально минуточку потомим, пока будем накладывать гречку. Так, ну и вот. Сейчас смотрим, что же у нас получилось, друзья, да? Получился вкусный гуляш, который так ароматно пахнет. Вот столько я положила себе гречки. Многовато, конечно, но сегодня я ее поем. И вот такой вот гуляш, видите? Вкус, как говорил Аркадий Райкин, специфический. Хотя пока я не пробовала. Так, гречки можно было бы поменьше, а мясо, конечно, побольше. Ну, ладно, положила так положила.
на ужин будет у меня тогда только овощной салатик. Ну, а это, конечно, уже нашим мужчинам. И побольше гречки, и побольше соуса. Так вот. Ну, просто я на двух примерах, чтобы просто вам показать. А так, как я сказала, нас дома 4. Сейчас еще маме положу. Мама тоже небольшой любитель гречки, но иногда я тоже ей по-любому готовлю, потому что она же полезна все-таки. Вот так вот, друзья. И такой салатик. Готовьте для своих родных с любовью. Ешьте сами. Старайтесь делать, еще раз скажу, разгрузочные, может быть, даже какие-то дни, если не сидеть на диете. Ну и постарайтесь уменьшить белый хлеб и сахар. Все-таки на моем примере я понимаю, что это все-таки яд. Уже я понемножечку начинаю и убирать соль. Но я и так не ела много соленого. Но, в принципе, подсаливать нам как бы не говорят, что нельзя. Но, конечно, много соли нельзя тоже. Вот так вот, друзья. Так, друзья, тут Ибрагим. Как называется эта процедура? Зачищает швы и затирает, да? Затиркой. Короче, он вот где вот нет затирки, он их вычищает каким-то образом. И вот такой вот замазкой, как бы, затиркой затирает. Этим занимается у нас после учебы Ибрагим. Так, стену, как видите, все сделал Джабраил уже. Она высохла. Теперь нужно ее покрасить. Нужно прибить плинтус. Потолок тоже он уже покрасил один раз. Так, и мы хотим убрать все-таки это произведение искусства. Скорее всего, но не знаю еще, потому что все-таки, когда будет пачкаться, будет сложно подкрашивать, что-то делать. Я попросила все-таки это все убрать, потому что вот тут вот уже, видите, испачкалось все. Не просто испачкалось, да. Уже одинакового цвета краски уже не сделать. Короче говоря, произведение Джабраила уже изжило себя. Так, тут у тебя угар уменьши, чтобы газ горел поменьше, сделай. Угар хоть я сегодня не так холодно. А то голова будет болеть. Так, ну вот так вот готовить замазку, затирку. Короче, я не знаю, как это называется. 19 лет прожила с мужем-строителем. 17 лет без мужа у меня дети строители. Но я ничего не понимаю в стройке. Наверное, потому что они у меня строители. Не знаю, что как называется, что как делается. Наверное, потому что у меня было кому за это думать, за это решать. И я не вникала в эти подробности. Она быстро сохнет, что ли? Не быстро. Ну, примерно минут 10. А потом уже тряпкой снимается. Чтобы окончательно засохло, часто. Нет, я имею в виду, чтобы вот это вот убрать. Это просто сухой тряпкой лишнее ты убираешь, да? Немножко влажный. Влажный даже. Ибрагим говорит, что шпатель должен был быть в идеале пластиковый, да?
Ну, пластик, пластмасса – это одно и то же. Она у тебя не жидкая? Что? Замазка не жидкая? Нет, нормально. Ну ладно, не будем больше Ибрагиму мешать. Вот весь процесс. Потом все вот это вот будет. Я честно скажу, я не смотрела. Он вчера полдня, ну не полдня, часа два, наверное, с той стороны делал. Потихонечку идет к завершению. Ну и вот, друзья, вышла я. Там все-таки угар немножко. Ибрагиму тоже сказала, чтобы он выходил. Но там форточка открыта. Короче, на этом свой сегодняшний влог я, друзья, закончу. Всех благ вам, мира и благоденствия. Ну вот как-то так.